Но, безусловно, основным вопросом повестки 16-го пленарного заседания это были вопросы, прежде всего, внесения изменений в бюджет Республики Саха-Якутия, корректировка бюджета на значительную сумму и так называемые антиалкогольные законы и законы, которые относятся к вопросам местного самоуправления, отношения уровней власти. Вот по этим трем направлениям, по трем аспектам были рассмотрены по нескольку проектов законов. Но часть из них принята, часть отклонена, но работа по ним показывает, что, во-первых, по бюджету республики у нас произошли крупные вливания в бюджет, принятый парламентом республики. Это случилось благодаря тому, что крупные налогоплательщики, они с учетом изменения курса рубля внесли дополнительные налоговые доходы в бюджет республики, и они поступили на распределение, прежде всего, на социальную сферу, на сферу образования, здравоохранения, социальной поддержки населения, на инвестиционную программу. И второе – это так называемые законы по ограничению порядка и механизмов распространения продажи алкогольных напитков в Республике Саха-Якутия. Это тоже такая целенаправленная работа у нас в республике ведется. Понятно, что ограничительными мерами мы борьбу с этим злом современности не одолеем, но какие-то ограничительные меры, которые необходимо принять на сегодняшний день, они могут быть приняты только на законном основании, только парламентом республики, и мы эти шаги делаем. Более того, вы знаете, что в соответствии с принятым парламентом законом сейчас в ряде муниципальных образований Республики Саха-Якутия появились наследия, которые вносят уже порядка законодательной инициативы парламента республики свои предложения о том, что они полностью отказываются от продажи, от распространения на территориях данных муниципальных образований алкогольных напитков. Это законом предусмотрено. И если такие инициативы от мест поступают, то парламент принимает закон. И уже по данному закону, в соответствии с этим законом, на территории данного муниципального образования запрещается продажа алкогольных напитков. Это вот новая практика, она получает пока небольшое распространение, но закон принят тоже недавно, и поэтому я думаю, что за этим законом достаточно такое перспективное будущее.